Студент третьего курса Ахмат прибыл из Пакистана для обучения в медицинской академии на врача. Прежде чем прибыть в Кыргызстан, он тщательно изучил информацию о медицинском образовании. Я выбрал именно этот вуз, потому что оно имеет очень большую и долгую историю. Здесь преподает сильный профессорско-преподавательский состав. Я как только приехал сюда, сразу проехался и по другим вузам, которые функционируют сегодня. И только после этого сдал экзамены и поступил в медакадемию. У меня есть друзья в других вузах, которые учатся здесь. И при каждой встрече они всегда говорят, что мне повезло, что я обучаюсь здесь. Выражают желание учиться и перевестись сюда. Вузы Кыргызстана, готовящие специалистов медицинских направлений, включены Пакистаном в черный список и не рекомендуются для поступления гражданам этой страны. Дипломы этих вузов не признаются в Пакистане из-за того, что не прошли международную аккредитацию. Это было ожидаемо, так как руководство медицинской академии давно говорило о том, что появилось много высших учебных заведений, которые не соответствуют стандартам. Жалко, что такая ситуация произошла. Все-таки, причем вот мы видели, что такая ситуация к этому ведет. Поэтому вот те, кто вузы в ассоциации, это ассоциация медицинских вузов, мы предпринимали меры. Мы об этом говорили, что вот к этому идет. Еще немного, и вот получится такая ситуация, что нужно все-таки работать качественно. Если вы набираете студентов, обеспечивайте им качественное образование. Мы даже писали письмо в разные инстанции. Между тем, в Министерстве науки и образования забили тревогу и признали, что сложившаяся ситуация связана с низким качеством подготовки как граждан Кыргызской республики, так и иностранных граждан. Ведомством отныне будет усилен лицензионный контроль за деятельностью вузов, в особенности по медицинским направлениям. Отныне руководством министерства будут ужесточены требования лицензионного контроля. Будет обязательно предъявляться требования по прохождению международных аккредитаций признанными компаниями, а также будет повышено требование к в целом качеству предоставляемых услуг, потому что вновь назначенным руководством перед членами Кабинета министра поставлена задача на преобразование Кыргызстана в Центральноазиатский образовательный хаб с высоким предоставлением качества образования, в том числе и по медицинскому, которое нацелено на экспорт образования. В принципе, сама идея подготовки кадров за рубеж и привлечения зарубежных студентов – хорошая традиция. Но, к сожалению, образование в последнее время превращается не только в часть культуры и рост профессионализма, а в бизнес. Нравится нам это, не нравится, но, к сожалению, образовательные услуги превращаются в бизнес. А бизнес должен приносить налоги для развития государства. Поэтому, когда мы говорим о подготовке медицинских кадров, то, конечно, от количества уже должно переходить качество. И то, что сейчас меня всегда возмущало, то, что вновь организованы небольшие частные университеты, не имея ни материальной базы, ни хорошо подготовленных учебников, не соответствующих стандартам тех стран, учебные планы, учебные программы, они просто наверстывают элементарные какие-то знания по медицине. В Кыргызстане в настоящее время более 20 вузов, государственных и частных, осуществляют подготовку специалистов по медицинским направлениям. К большому сожалению, сложившаяся ситуация негативно скажется на имидже не только высших учебных заведений, но и страны в целом, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.